В эфире сиреневый выпуск тележурнала «Студенческая 7». А почему сиреневый? Потому что еще неделя, и сирень отцветет. О, Илья, да ты, оказывается, еще и лирик. И не только. Еще я люблю очень умные мысли. Вот, например, на медне я проснулся среди ночи, и мне в голову пришла очень умная мысль. Вот послушай, как прекрасно было бы жить без изобретений 2500 года. Что называется, мысль в руку. Потому что сегодня мы хотим вам рассказать о факультете, где готовят будущих инженеров-изобретателей. И их изобретения 2500 года. Механико-технологический, а позже робототехнический факультет является ровесником механа. Менялись времена, эпохи, поколения преподавателей и студентов. Менялись названия, но факультет современной технологии автомобилей наряду с машиностроительным был и остается одним из двух китов, на которых и поныне стоит Ижевский механический и Ижевский государственный технический университет. Наверное, вот эта траектория изменений названия факультета, она и в какой-то степени отражает развитие факультета. Факультет действительно старейшим является, но не старым. Будем говорить о том, что со временем мы не стареем, а набираемся опыта. На факультете дорожат научной школой и традициями, заложенными почти 60 лет назад. Мы сохраняем эти традиции. На нашем факультете был первый профессор в нашем вузе Николай Васильевич Воробьев, Борис Федорович Федоров, Миронов Виктор Григорьевич, Иванов Генрих Павлович. Все эти профессора создали традиции определенные, создали школы, и эти школы продолжают развиваться. Выпускники факультета успешно работают практически на каждом машиностроительном заводе Уральского и Приволжского регионов, на частных предприятиях и в государственных учреждениях. Среди выпускников СТИА доктора и кандидаты наук, заслуженные деятели науки и техники Удмуртской республики, Российской Федерации. Многие из них стали видными государственными деятелями, крупными учеными, выдающимися конструкторами и технологами, главными инженерами и руководителями предприятий. У нас на предприятии, на Куполе, работает в целом где-то порядка сотни-полторы инженеров. Основная масса людей – это выпускники не только нашего факультета, но и Ижевского государственного технического университета. За 5 лет выходят от рядового, допустим, технолога, становятся начальниками бюро и даже заместителями главного технолога. Чтобы не завалиться на бок и удержаться на плаву в штормовых водах зарождающихся рыночных отношений, факультету все время приходилось держать нос своего корабля по ветру. Факультет всегда искал путей заинтересованности, путей изменений специалистов. Это продолжалось всегда, все время. Мы открывали новые специальности на факультете. В недрах факультета появились специальности: сварочное производство, лазерная обработка. В последние годы в Воткинском филиале ИжГТУ открыли новую специальность – нефти и газодобычи. Специальность управления качеством со временем трансформировалась в целый факультет. Менеджмент и маркетинг – тоже своеобразный выпускник факультета СТИА. А со специальности художественная обработка материалов начался факультет реклама и дизайн. Кстати, на современных технологиях и автомобилях впервые начали выпускать специалистов с 2 дипломами. Один по профильной специальности, второй – диплом технического переводчика. Эта практика чуть позже стала основой для открывшегося института технических переводчиков. Вот такой многодетный отец получился в конечном итоге. А традиционные специальности, они существуют и развиваются дальше. На базе нашего факультета открылась новая специальность в прошлом году – металлургия, которой не было раньше. Я считаю, что это очень даже положительно. Более 13 лет назад на факультете началась подготовка выпускников по специальности автомобили и металлообрабатывающее оборудование. Здесь по 2 направлениям мы научную подготовку ведем. Это конструкторское направление и технологическое. Эксплуатация транспортных средств, наземных транспортных систем. Есть и бакалавриат, есть и магистратура, а по автомобильной есть еще и аспирантура. Сегодня порядка 7 человек у нас учатся по автомобильному направлению. В структуре технического университета и факультета в течение 15 лет успешно работает научно-исследовательский институт механики. Его создателем и бессменным руководителем является доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации профессор Гальдфарб. Создан он был в основном для целей исследования, разработки
спироидных передач и редукторов. Это область традиционная для нас. Наша научная школа, возглавляемая профессором Гольдфарбом, является ведущей в стране, я думаю, что и в мире. Это ведущая школа. На базе Института механики работает научно-образовательный комплекс «Механик». Здесь органично сочетаются достижения мировой науки и производство конкретных наукоемких изделий. В свете нынешних правительственных решений о необходимости создания при вузах собственных инновационных производств Институт механики идет далеко впереди. Что же касается продукции научно-образовательного комплекса «Механик», то она пользуется большим спросом в нефтяной и газовой промышленности. Мы можем теперь уже с уверенностью утверждать, что характеристики наших редукторов, и массогабаритные, и другие важные для заказчика, они не только не уступают, а превосходят лучшие зарубежные аналоги. На факультете большое внимание уделяют развитию информатизации учебного процесса. Правда, здесь имеется одна существенная особенность. Особенности прежде всего состоят в том, что факультет по сути своей машиностроительный. То есть мы не готовим программистов, мы не готовим разработчиков программного обеспечения, но мы готовим современных инженеров, то есть людей, которые производство смогут сопровождать вычислительной техникой от момента проектирования будущего изделия до момента выпуска изделия в серию. И для этого в учебном процессе предусмотрен целый курс дисциплин, которые помогли бы студенту сделать компьютер настоящим инструментом в помощь себе, в помощь технологу. И еще одна специфическая особенность ТИА. Она состоит в том, что набор подавляющего большинства абитуриентов на бюджетные места производится по системе гособоронзаказа. На факультете планируют, что через год-два прием абитуриентов на бюджетные места будет осуществляться только по заказам предприятий оборонно-промышленного комплекса. Здесь есть определенные перспективы в том, что мы ближе становимся с предприятиями и, положим, прохождение практик и выполнение дипломных работ каких-то, они будут непосредственно связаны с теми рабочими местами, на которых затем выпускник будет работать. Факультет СТИА издавна считается заповедником мужчин. Действительно, девушки смотрятся здесь некими золотыми вкраплениями в общей геологической породе. Да и что им тут вообще делать среди холодного и бездушного металлообрабатывающего оборудования? А нет. Нередко и парни не поспевают за ними. Осваивают, еще как осваивают успешно. В этом году, например, вот группа 1034, она, кстати, специалитетная, инженеры выйдут. Так там 2 девушки с отличием будут. Так что девушки очень даже успешно осваивают. Некоторые пугаются, что здесь много чертежной работы, много конструкторской проводки. Справляются и успешно справляются. Нет сомнений, что факультет, пройдя экономический ступор 90-х годов прошлого века и демографический спад нынешнего времени, вновь преодолеет российские социально-экономические завалы и будет готовить классических и классных инженеров. Инженеров, которые в свое время удивляли весь мир. Причем особенность сегодняшнего момента может быть заключаться в том, что перспектива карьерного роста у специалиста значительно выше или больше, чем раньше было, поскольку сейчас такой период, когда смена поколений происходит, и у выпускников шансы занять должности, соответствующих знаниям, опыту, значительно больше, чем, положим, было это 15 лет назад.